Яичек, маски. Хотел лес обязательно. И снова рейд, и вновь одна и та же картина. С момента объявления первого карантина прошло более 3 лет. Антиковидные меры до сих пор не сняли. Но продавцы в магазинах о них как будто и не слышали. Сотрудники Роспотребнадзора, которые изо дня в день проводят рейды, отмечают, что средства защиты, если и есть в наличии, то ими часто пренебрегают. Как продавцы, так и покупатели. Для посетителей. Вот антисептик, да, у вас? Обязательно в порядке. Пускай стоит здесь, на видном месте, чтобы люди могли ими пользоваться. Говорят, не действуют эти маски. Действует. Это элементарные меры предосторожности. Сегодня в мире ничего лучше не придумано. Только эти маски. И здесь объявление повесьте, пожалуйста. Параллельно в борьбе с нарушителями санитарно-эпидемиологических правил Роспотребнадзор проверяет ценники на прилавках. Как правило, их либо вообще не бывает, либо надпись на этикетке не соответствует установленному регламенту. Иной раз товар лежит на одной полке, а его ценник расположен вовсе на другой. Это не ценники, это просто обозначение. Это не ценники. Ценники должны быть установлены образца с описанием продукции и цены за товар, за единицу товара. Это тоже грубое нарушение. Люди постоянно жалуются на отсутствие этих ценников. Говорят, здесь на прилавка не подходит цена одна, когда уже в кассе уже цена другая цена. Заходим в соседний магазин. Маски для посетителей вроде есть, и антисептик имеется. Но сотрудники Роспотребнадзора отмечают отсутствие разделительной ленты для соблюдения социальной дистанции. Это упущение донесли до продавца за прилавком, и он обещал в скором времени все исправить. Болезнь никуда не делась. Каждый день у нас заболеваемость есть. Люди болеют на стационарном лечении, некоторые в тяжелом состоянии. Это очень опасная болезнь. Мы как-то халатно к нему относимся, к мерам профилактики, А должны мы все это соблюдать. Сколько ни предупреждай, владельцы торговых точек зачастую игнорируют правила безопасности в период пандемии, сетуют специалисты. В очередном продуктовом магазине продавец надел маску, только увидев проверяющих. Хотя сами же при входе разместили объявление не пренебрегать средствами защиты. За эти и другие нарушения следует строгое наказание. Меры административного воздействия там очень значительные. Там на физлицо идет 15 тысяч рублей, на ИП и на должностное лицо 50 тысяч, на юрлицо 200 тысяч. Еще есть у нас мера воздействия, это административное приостановление деятельности. То есть на объекте, где мы выявляем нарушение, мы можем его приостановить на 90 суток решением суда. Масочный режим, как было сказано ранее, никто не отменял, как и еженедельные рейды по торговым точкам и местам общепита. В Роспотребнадзоре в очередной раз призывают нарушителей прислушаться к голосу разума и подумать о здоровье окружающих. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.